Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. На прошлой неделе начались реальные движения в сторону создания комиссии по татарскому языку при президенте Татарстана. Рустам Минниханов подписал соответствующий указ. Но немного вернемся в прошлое. Публичная идея о создании такой комиссии была озвучена на высоком республиканском уровне государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым. Это было еще в марте этого года, когда Госсовет Татарстана обсуждал поправки в Конституцию России. Ну да, парламентеры Татарстана, конечно, поддержали эти поправки, но были озвучены и обозначены некоторые опасения по поводу судьбы татарского языка, и обозначил их Минтимер Шаймиев. Обо всех этих опасениях ранее мы уже делали наш выпуск. Но давайте вспомним, что говорил об этой комиссии Минтимер Шаймиев. Давайте создадим авторитетную, постоянно действующую из авторитетных составе людей, значит, по постоянно работающую комиссию, и проблемы все будем знать, и все будете знать. Значит, по проблемам образования, сохранения родного языка, обучения, сохранения родного языка. Она должна быть, когда обращаться через законодательный орган и так далее. Я думаю, что, Рустам Иванович, вы это поддержите. Тут йоклап калган, шатып калды деген сөз миңа бу очракта ошамый. Значит, мало говорим об этом. Давайте почаще, вот постоянной комиссии на высоком уровне с большой ответственностью и отчетом перед народом должна работать по сохранению родного языка и совершенствованию в целом проблемы, значит, родного языка. Целиком поддерживаю идею создания некой такой группы, комитета, я не знаю. Вот, если, Фарид Харович, вы не возражаете, я бы хотел попросить Марат Готовича возглавить эту работу. Значит, там мы включим кого нужно, и экспертов, и специалистов. Да. Я думаю, что эта тема, которая как бы наболела и... Спасибо, что прозвучала фамилия Марат Готович. Не все депутаты знают, а республика во многом знает. Я вам скажу, это династия учителей. Это сын отца и матери учителей. Это вот такой выбор и, конечно, такая ответственность. И человек, который не умеет плохо работать. Ну, потому что ради этого надо иметь и характер, и все остальное, и знать, и чтобы было уважение. Итак, вице-спикер парламента Татарстана Ахметов Марат Готович возглавил комиссию по татарскому языку. Что он думает, какие у него планы, какие у него мысли по поводу татарского языка и его будущего. В первую очередь Марат Ахметов заявляет, что нужно перебороть потребительское отношение к языку. Знание человеком своего родного языка должно считаться его духовным преимуществом. В то же время Марат Ахметов признается, что значительная часть татар уже в своем общении перешла на русский язык. Сама комиссия должна будет как минимум 2 раза в год собираться. Официальные заседания и выездные рабочие встречи должны проходить в районах Татарстана. В соцсетях и на страницах некоторых СМИ уже прозвучали упреки, что в эту комиссию в основном вошли чиновники, представители науки и татарской интеллигенции, далеко не молодого возраста. Марат Ахметов пообещал, что комиссия по татарскому языку будет привлекать молодых и одаренных людей к своей работе. Также Марат Готович говорит об изменении методики преподавания татарского языка, что нужно усилить речевую, литературную составляющую, при этом упрощать грамматику. Ну что ж, на самом деле у татар запрос для создания особой комиссии по татарскому языку при президенте Татарстана был давно. Татарам необходима площадка на высоком государственном уровне, где озвучивались бы и формулировались бы проблемы, связанные с бытованием татарского языка.
И тут власти республики действительно пошли навстречу общественному запросу. Но есть опасения, как бы не заволокитились, не замылились, не заболтались проблемы татарского языка. И третий момент. Сами же понимаете, что не совсем понятно, как в современном мире и в непростые на сегодня времена можно развивать татарский язык. Неизвестны пределы возможностей образованной комиссии. Поживем, увидим. В этом году исполняется 6 лет, как полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации, а крымские татары стали намного ближе к татарам России. Что думают сегодня крымские татары о России? Довольны ли они тем, что вошли в состав большой страны? Мы помним, что не все крымские татары однозначно и единодушно отнеслись к процессу воссоединения полуострова с Россией. Крымско-татарский блогер Тамир Шихалиев – борец, знаток восточных видов единоборств, пропагандист здорового образа жизни. Сегодня он проживает в Севастополе. Ко всему прочему, большой YouTube-аудитории Тамир еще известен тем, что он рассуждает на общественно-политические темы, и ему не безразлична судьба крымско-татарского народа. Чтобы вы были немного в курсе, еще в 2017 году Украина заблокировала подачу воды в Республику Крым. Так-то она обеспечивала 85% водоснабжения на полуострове. Все это логично обернулось хозяйственно-бытовыми трудностями для жителей Крыма, в том числе и для крымских татар. А 10 июля официальный Киев еще раз подтвердил свой отказ обеспечивать Крымский полуостров водой. С питьевой водой проблем нету и, скорее всего, что не будет. Если говорить о поливочной воде для полива, то, конечно, сельское хозяйство Крыма, она изменилась. То есть это факт. Да, то есть после отключения, блокировки, вернее, Северо-Крымского канала. И самое удивительное, что действительно, что многие крымские татары занимаются сельским хозяйством. И то есть кому навредили, опять же, получается, те же блокираторы, так скажем, благословляемые Чубаровым и Джемилевым. Ну, собственно, там же и участвовали представители Меджлиса, Ислямов. Кстати, очень удивительная личность Ислямов сразу после, как это сказать, присоединения Крыма к России, ну или, как в Украине говорят, аннексии Крыма. Он же был первым вице-премьером, заместителем Аксенова, а потом вдруг коррупционный скандал, и он стал патриотом Украины. Вот. Ислямов, Чубаров, Джемилев, они организовали. Ну, то есть совершили, по сути, то, что называется террористический акт и акт геноцида, как мне кажется. Но, тем не менее, они выступают от имени крымских татар. Тамир Шихалиев комментирует, как крымские татары относятся к так называемым лидерам крымско-татарского Меджлиса, то есть к Рифату Чубарову и Мустафе Джемилеву. Напомним, что их организация запрещена на территории России. Поддержка Джемилева и Чубарова, она уже, так скажем, уже снижалась очень сильно, а сейчас она вообще минимальная, в принципе. Тем более, есть тоже ряд коррупционных вопросов по дерибану гуманитарной помощи, в прошлом еще, в украинское время даже. Соответственно, отношение к ним очень такое, я бы назвал, специфическое. Потому что ключевое слово, опять же, коррупция. Что Ислямов, что Джемилев, что Чубаров. Но они выступают от имени крымских татар, и я вот вспоминаю весной, в марте, по-моему, еще до карантинов, в Совбезе ООН Чубаров как раз выступал, причем выступал, что характерно, на русском языке, и рассказывал о трудной судьбе крымчан, которые буквально изнемогают под оккупацией России. В том, что он имел в виду не только крымских татар, хотя крымских татар преимущественно. Крымских татар, он говорил, буквально уничтожают по этническому принципу. Вот можешь привести примеры репрессий против крымских татар? Значит, все примеры, которые я пытался изучать касаемо крымских татар, они связаны с экстремистской деятельностью различной, которая была разрешена в Украине, различные секты, да, а при России и в США, кстати, они тоже запрещены. Соответственно, эти люди подверглись, так скажем, законному преследованию. Других случаев, когда за позицию какую-то преследуют, мне неизвестно, потому что у меня друг, очень известный, опять же, активист, который постоянно выступает с очень острыми заявлениями, с расследованиями, и я что-то не вижу у него проблем такого плана. Если говорить опять же про крымских татар,
то Россия сделала очень немало. Это, ну, опять же, факты. То есть то, что просили крымские татары в Украине, то есть они здесь получили, в отличие от того, что вроде оббивали пороги в свое время, и никто только обещали, и никто ничего не сделал. Но я просто объясню, почему причина изменения отношений крымских татар. Она очень проста. Вот когда была блокада электрическая, да, я это четко ощутил на себе, да, потому что отопление у нас в Байдарской долине у многих было электрическое. Крымско-татарские семьи, как известно, они многодетные. Да, то есть, и когда у тебя пропадает отопление, то есть ты не можешь включить ни стиральную машину, опять же, ну, когда электричество, я имею в виду, что пропало, и отопления у тебя нету, и все вот эти ютятся семьи в одной комнате, да, там обогреваясь чем-то. А вот это очень сильно изменило отношение вообще к лидерам, так называемым, опять же, крымских татар, как они себя называют, во всяком случае. Потому что это простые все семьи, это простые крымские татары, то есть они понесли, ну, на себе определенные тяготы, связанные, опять же, с водой, с электричеством, да, и помощи как бы ждать и неоткуда было, кроме как, опять же, что не дала Россия, опять же. Ну, сейчас, опять же, выплаты на детей, социальные различные программы, пакеты, бесплатная медицина, тарифы. То есть я могу перечислять очень немало положительных моментов, действительно. Может быть, конечно, не такие, как многим хотелось, чтобы вот вообще там было очень хорошо, но реально, то есть улучшения есть. И, ну, как бы незначительные. Блогер Тамир перечисляет, что получили крымские татары благодаря российским властям. И он говорит, как в Крыму поддерживается крымско-татарский язык. Ну, фактически, как бы статус определенного как бы крымско-татарского народа, то есть, которое им не давали, признание различных, опять же, их требований. Я уже не говорю о развитии крымско-татарского языка, потому что впервые появился тот же фильм на крымско-татарском языке, впервые, ну, как бы за историю, и ряд других очень таких серьезных моментов. Ну, и нужно опять же сказать, что крымско-татарский язык сейчас является государственным в Крыму. Но он был государственным при Украине. При Украине же было 3 языка в Крыму официальных. И сейчас так и осталось. Да, да. Только не просто осталось, а это, так скажем, поддерживается и развивается. И тем не менее, на сегодня крымские татары на полуострове встречаются с откровенной татарофобией. Поводом для нелюбви крымских татар становится история их депортации из полуострова, как мера наказания за их коллаборационизм. Например, есть блогер и общественный деятель из Крыма с весьма радикальным и далеко не дружественным отношением к крымским татарам. Мы говорим о блогере Александре Горном. Мы уже ранее вам рассказывали, как крупные YouTube-блогеры прямо-таки измывались над трагической судьбой татар Крыма, и в ход пускались откровенные манипуляции историческими данными. Сегодня по отношению к крымским татарам уместно проявлять тюрко-татарскую солидарность, осуждать и выступать против манипуляций с историческими данными. Крымские татары вошли в состав России вместе со своей родной землей и с памятью о несправедливом отношении к себе в середине 20 века. Будем следить внимательно за проблематикой якобы коллаборационизма и депортации братского нам народа. К сожалению, татарский мир продолжает нести потери. Коронавирус не знает пощады, и из-за этой болезни на прошлой неделе умер 60-летний Фарид Гибаддинов. Он был руководителем национально-культурной автономии татар Чувашии. Его родное село Урмаево в Чувашии благодаря его стараниям стало настоящим центром развития татарской культуры в республике. Как-то у Фарида Абы спросили, легко ли быть татарином в России. Он ответил, что без татар у России нет будущего. По его словам, татары достойны, чтобы их родной язык стал государственным языком России. Фарид Гибаддинов создал ансамбль песни и танца «Мишар», которая стала визитной карточкой чувашских татар. Благодаря ему мы узнали уникальность культуры Мишар. Фарид Абы говорил, развивая культуру Мишар,
Мы же в целом сохраняем татарскую культуру. Наша сила в многообразии. Dünya küləmindəki üzümüzün tatar millətdaşlarımızga, qardaşlarımızga şunu aytasım gəlir. Allah Teala bizni yaratgan tatar bo'lib, tatar milletinden bizni yasagan. Şuna göre şunu gına işleri gerek bizge. Bir iş, barımızda bu harekette. Kütüp yatağa yaramay bir kimnin de bu dünyaya. Yüzünün münasebetini, tatarlığını birinci tapkır küçet yüzüne, gaylene, tuğan yerine, ilindeki bulgan bütün tatarlıkka. Şu vakitte biz Allah Teala'nın en yaratkan milletleri buluruz. Başka milletler bitse de tatarlar bitmez Allah bitse. Bunun için gerek hareket, mehabbetli hareket, üst halkına, yüzünün anın teline, anın garip gazetine. Şu vakitte biz tağında kişli buluruz. Emin şunday fikirde bizden tatar halkı bir kaçanda bitmez Allah bitse. Мы попросили близких и знакомых прислать в редакцию нашего проекта видеозаписи, на которых они могли бы сказать теплые слова и теплые воспоминания о Фарите Гибаддинове. Hürmetli millettaşlar, bu intervyu dostuma, Farid dostuma, Farid bratımga degan sözlerim әлі де ашанып болмай кеткеніне бик ауырыя. Bir neçə gün төзеп болмайдыр. Ничектер менә бу интервьюга да бик озак җыелдым, чөнки үзем дә больниста ятадырым. Ни эшлисең? Бер сүз юк. Братлар, дуслар булып яшыйдык. Ул миңа киләдер, мин Урмайга барадырым. Bir iki yıl элек безгә килеп, зур сәхнәдә миңа үз бүреген бүләк иткән. Мин аны инде менә үземчә Фәриднән бу доверие дигән сүзе белән бирелгән дип инде. Ул мине кабул итте. Менә бу эшкә татар милләте өчен мин аңа бик рәхмәтле. Бар эшләренә күпме бәгәләп утырып, җырлап, сөйләшеп, ул мәңге күңелдә калыр. Урны җмахта булсын. Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Фәртабиның урны җмахта булсын дип аптым. Берстән Фәртаби чын татар җанлы, чын татар йөрәкле кеше булып яшәде. Ул һәр таңын аткан таңаның башланды татар телебез саклансын дип, татар үзебезнең татар моңыбыз, татар җырыбыз, милләтебез, динебез саклансын иде, милләтебезне саклыйсы иде дип яшәде ул. Авылыбызны алсак та, ул һәр баланың йөрәгенә тырышты салырга татар рухын, татар җанын, үзебезнең телебезне саклап, үзебезнең динебезне, үзебезнең җырып моңыбызны, үзебезнең гырып гадәтебезне саклар өчен янып килеп яшәде. Дөресен әйткәндә, Фәртаби үзенең гомерен татар дөньясы өчен, татарларыбыз өчен, татарлар өчен багышлады. Ул ничәмә еллар Урмай авылында, Чуашстан Республикасының Урмай авылында мишәр ансамблен бертектән башлап, мишәр ансамблен ясады. Шушы мишәр ансамблендә ул үзебезнең татар халкыбызның онытылган борынгы җырларын, борынгы гырып-гадәтләрен күтәрде. Алда да зур планнар белән яшәде. Кызганычка каршы, я Раббым урны җмахта булсын иде. Без Фәртабины һәр вакытта мәңгелектә күңелебездә, йөрәгебездә сакларбыз. Ассаламу алейкум, хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Дөрестән дә бу вакытта барлык Чуашстан татарлары, барлык дөньяда яшәүче татарлар зур югалту кичерә. Дөрестән дә Фәртаби безнең арабыздан китеп барды кинәт кенә. Әйтәсе килә, дөрестән дә Фәртаби турында да, аның эшләп килгән эшләре турында да, ул һаман да татар халкын алга алып барды, чын милләтпәрвәр булды. Белгәнемчә инде аның җитәкчелегендә мишәр халык бию һәм җыр ансамбле эшләп килде.
Ул инде аның җитәкчелегеннән 1986 елдан бирле эшләнеп килде, оештырылды дип әйтәсе килә. 1999 елда аңа Мишәр ансамбленә халык исемен бирделәр. Дөрестән дә без менә шушы ансамбль белән, шушы Фәрит белән бергәләшеп, Россиянең төрле төбәкләрендә, татар авылларында үзебезнең гөреф-гадәтләребезне, үзебезнең җырларыбызны, татар халык җырларын, татар халык биюләрен барлык үзебезнең милләттәшләребезгә җиткездек. Дөрестән дә без менә булдырабыз дип, без бит бергә, без татарлар дип, без күп кырлы татарлар дип, Фәрит бик каты үзенең эшендә тырышып яратып эшләгән дип. Әйтәсе килә, дөрестән дә хәзер менә алда көндә дә Фәрит бик күп планнар белән яшәде. Әлбәттә, үз халкы өчен, үз милләте өчен. Без дә инде Алла теләсә үзебезнең хәлдән килгәнчә Фәрит абыйның оештырылган Мишәр ансамбле эшләрен үз тырышлыгыбыз белән алга таба дәвам итәрбез дип ышанып калабыз. Сегодня такой тяжелый день для татар Сахалина. Сегодня мы пришли в мечеть города Южно-Сахалинска прочитать дуа за Фарита Абдулловича, руководителя татарской национальной культурной автономии Чувашии. Очень жаль, что такие люди, как Фарит Абдуллович, уходят от нас скоропостижно, неожиданно. И мы до сих пор в шоке. Фарит Абдуллович всегда был открытым человеком и всегда старался на любой вопрос отвечать. У нас разница Чувашии с Сахалином 8 часов. И я просто по WhatsApp задаю ему вопрос, какие здесь у нас проблемы, какие-то все. Он тут же отвечает. И несмотря на разницу времени, вот такие люди, которые с душой болеют за татар, за татарскую культуру, за ислам, и всегда они вот рядышком, даже несмотря на расстояние, Фарит Абдуллович был с нами рядом, и мы могли обратиться в любую минуту, любую секунду к нему. Очень жаль, конечно, даже тут невозможно подобрать слов, что в таком возрасте уходит человек, который еще много-много мог бы сделать для татар, вообще для татар мира. Живя на острове Сахалин, нам сложно ориентироваться вот на какие-то фестивали и все. И Фарит Абдуллович всегда нас настраивал именно на ту ноту, и где мы могли быстро, беспроблемно стать и ногу со временем. Bir kaçanda min сұраған сұрауларны жауапсыз қалдырмаған. Міне егел ilkinlep, матур гына сөйләшеп, аралашып тұрдық. Әлбәттә инде аның үлү хәбәрен ишетү бик авыр булды. Мин аны бик авыр кичердем. Менә җылап та алдым. Көтелмәгән хәбәр булды бу. Вот соңгы вакытта без аның белән былтыр ноябрь айында аның фестивале алдыннан очраштык. Ул мине Урмайга балалар күргәзмәсе һәм үземнең эшләрне алып килеп, фестиваль вакытында күргәзмә ачырга чакырды. Мин рәхәтләнеп килештем, бардым, урнаштырдым. 20 баланың эшен һәм үземнең эшләре, балаларның эшләре һәм үземнең эшләр халык алдында бик уңай, бик матур каршы алынды дип сөйләде Фәрит.
hem bağlarga 20 balaga laureat isimleri bildi. Mine mitkat min mektepte işlemin de bilem bu sizge laureat isimleri gerek bulur, yerden iter kaçanda bulsa deyip neşlaytırıp kengilemen cibatıp cibergen idi. Elbette indi bu anın gadiligen, anın kişiye yardımcılığın isbatlattıra. Mine 2004 yılda bu kitapны mine böyle gitip yazıp bilgen idi. Neydi sıralar tuğamakta etkenimce min anın yanına baraydım. Mine anın mektebine bargaç. Sileşken vakitte Mithaddus dedim sizge icat uğraşları deyip Fuat Valiyev'nin Tatarski Ornament isimli kitabın böyle gitti. Ferit nemine indi. Etip uzganımsa menge ımtası yok. Şul hatli yakşı, yaktı yüzlü, yardımcıl, kişiye gel buluşurga tarıçan idi o.